Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за вашу подписку, за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Перемены неизбежны. А что же ждет впереди? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, и также вы можете назвать свою дату рождения. Также задайте вопрос: какие перемены неизбежны и что ждет меня впереди? Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют меня то, что сейчас скрыто, и то, что я знать. Так. Перемены здесь на личную жизнь. Самыми главными переменами это ситуация, обстоятельства в вашей личной жизни. Значит, к этому я вернусь позже. Давайте начнем сначала. Вначале я вижу опыт. Опыт. Многим, кто зашел на эту отсыпку, суждено пережить достаточно непростые ситуации, обстоятельства, людей сложных повстречать. Но это все идет для опыта, для вашего развития, для вашего становления. Кто-то уже находится в этом круговороте событий, а кого-то это еще ждет. Но в любом случае я хочу, чтобы вы знали, что бы ни происходило с вами, что бы ни происходило в вашей жизни, вы все это переживете. Как? Это другой вопрос. Для кого-то это будет легко, а кто-то действительно будет пробивать стены. Да, так тоже может быть. Но вы не должны сдаваться, вы не должны останавливаться. Вы должны идти только вперед. Вперед к своему будущему, к своим возможностям и к своим перспективам. А перспективы и возможности для вас высшие силы запланировали просто невероятные, теплые, добрые, наполняющие и окрыляющие. Смотрите, в чем будут происходить перемены. У кого-то будут в статусе, в вашем статусе. То есть кто-то будет замуж выходить, а кто-то, наоборот, будет разводиться, расходиться, прерывать какие-то даже, возможно, связи. И это будет не просто, например, как развод, но как вынужденная, необходимая такая ситуация, когда семья разделяется. Одна часть семьи в одном месте, другая в другом месте. То есть, возможно, мужчина будет уезжать в командировке по каким-то делам, на заработки, либо женщина будет уезжать, вынуждена оставить, например, своих деток и уехать где-то работать, чем-то заниматься. То есть непростая ситуация, именно связана с чувствами и эмоциями в семье. Значит, мои хорошие, цель есть, она ясна, она понятна. Вы не просто так это делаете, не переживайте за своих близких, не переживайте. Ангелы-хранители о них позаботятся. Если вам нужно ехать, едьте. В этих поездках, в этих разделениях сформируется смысл и ценность жизни, как и для вас, так и для ваших близких. Я вижу людей, которые на расстоянии, то есть мужчина, женщина на расстоянии. Возможно, они в браке, возможно, они просто встречались, общались. Будут события достаточно похожи, на гром среди ясного неба. Такие пугающие, не убивающие, но пугающие. Благодаря этим событиям мужчина и женщина немножечко поубавят свою спесь, по-другому уже посмотрят друг на друга и
Там, где раньше они не могли найти общий язык, они будут просто, ну вот, знаете, без всяких лишних слов договариваться. То есть любовь к жизни, ценность вот этой вот семьи и отношений, желание это все уберечь, сохранить и приумножить. Понимаете, вот благодаря какому-то страху либо событиям, которые из внешней среды на нас очень сильно влияют, на людей, я имею в виду, да, будут происходить вот эти переоценки ценностей вот, в каждой личности, в каждом человеке. Непростые времена ждут людей, да и вообще, в принципе, да, вот как будто бы мир через какую-то, ну, турбулентность, что ли, да, можно сравнить с турбулентностью. Когда в самолете летите, самолет начинает трясти. Вот и здесь такая же ситуация происходит, да, мир немножечко потрясет и успокоится. Но благодаря вот этой дрожи земли люди, ну, во-первых, подобреют, во-вторых, поумнеют, и в-третьих, действительно, вот это вот желание жить хорошо, любить, созидать, оно будет просто невероятным. Благодаря, да, казалось бы, какой-то неприятности, либо какой-то беде произойдут очень хорошие, качественные перемены в жизнях людей. Это просто гениально. Гениальный замысел высших сил. Я преклоняюсь, видя такую картинку, да, такой сюжет. Еще очень важный момент я хочу сказать для женщин, которые смотрят мою отсыпку, женщин, которые уже достигли определенного возраста, которых можно считать самостоятельными, успешными. Женщина, которая ни на кого не полагается лишь только на себя. Так она себя вырастила, и так она привыкла жить. Вы, конечно, умничка, вы молодец, и низкий поклон за то, что не сломались, за то, что не позволили себя сломать, за то, что сделали из себя вот такого сильного человечка. Но вы должны понимать, что в одиночку все-таки города не берут. Поэтому у вас просто жуткая необходимость в том, чтобы кто-то был рядом. Вы ищете человека под стать. Ну, по крайней мере, надеетесь на такого человека, да, чтобы хочу, чтобы был человечек рядом, который будет, как я, таким же сильным, самодостаточным, амбициозным даже, да. Девочки, ваших высот, я обращаюсь к нескольким, потому что вижу, что вот по этой фигурке, да, это не одна девушка, гораздо, вот прям такое количество, там, я не знаю, до сотни, может быть, больше. Вот послушайте, не найдется такого мужчины вам под стать. Вот, не существует их в природе, не существует. Мужчина сильный, когда с ним рядом слабая женщина. А вот с такой сильной женщиной, как вы, какой мужчина? Кто? Вы не обижайтесь, но вот я так скажу. Как у вас, да, яйца стальные, так таких у мужчин не бывает. Вот от природы даже им не дано и не заложено. Если смотрят мужчины, не обижайтесь, потому что, понимаете, это все правда, то, что я говорю. Вот вы, моя хорошая, берите мужчину послабее. Послабее берите и воспитывайте. Вам не нужен защитник и добытчик. Вы сама, что хочешь, добудете, и кого хочешь, защитите. Вам нужен сердечный друг. Тот, кто будет вас оберегать, дарить вам тепло, создавать вам уют. Да, мир меняется, все вокруг меняется. И да, это нормально, если мужчина и женщина в какой-то степени меняются местами. Это не будет полноценной переменой. Это будет просто адаптация. Девочки, я вижу, что вот у многих мужчина идет. Смотрите, тут в течение 2-3 месяцев именно, не дней, не недель, а месяцев, у вас за спиной появляется мужчина. Мужчина, может быть, вы на него и внимания не обратите, но этот мужчина с любовью идет. То есть мужчина, который, знаете как, не в тайне, наверное, а вот влюбится в вас, влюбится. И если вы позволите, он станет вам верным другом, помощником, тем, кто будет вас согревать и дарить свою любовь, свое тепло. Человечек, он такой, вот видите, на фоне вас он немножечко,
неказистой внешности, скажем так. Может быть, он и симпатичный, и красавец, да? Но вот если сравнивать ваши, да, личностные характеристики, то он вам очень сильно уступает. Мужчина, кстати, по годам не молод, но душа молодая, взгляд открытый, честный человек, не обманщик. Значит, девочки, если хотите личное счастье, если хотите вот именно тех самых глобальных перемен в личной жизни, обратите внимание. Хороший человек. Правда, вот, ну, послабее, да, он послабее, чем вы. И, возможно, в жизни он не так много добился, сколько добились вы. Но, тем не менее, человечек будет вам надежной опорой. Вот сколько хватит у него сил, столько он будет вкладываться и в вас, и в ваш дом, и в ваших деток, и в вашу любовь, и в ваши отношения, и в вашу семью. Так что, пожалуйста, присмотритесь. Вы, может быть, мимо просто пройдете, да, либо скажете: ой, какой-то там заморож, да, зачем он мне нужен. Но, девчонки, ну, иногда надо дать шанс, и иногда счастье, оно ведь не просто так нам в карман, да, в руки падает. Иногда нужно и наклониться, и поднять, и очистить, да, стряхнуть там пыль, грязь и рассмотреть тот самый бриллиант. Значит, это было для девочек, которые у меня уже в жизни добились. У вас прям за спиной этот мужчина стоит. Для молоденьких девушек скажу так, что у молоденьких девушек прекрасные перспективы в плане карьеры, работы, реализации и возможностей. Вам именно перемены, вот неизбежные перемены, идут в этом направлении. Про отношения на ближайшие, да, ну вот я просто смотрю на ближайшие 3 месяца. Здесь немножечко вот именно по личной жизни как-то на второй план уйдет. Это не значит, что вы там будете сидеть в 4 стенах. Нет, вы будете ходить, общаться, знакомиться. Очень много, знаете, как калейдоскоп людей идет в вашей жизни. Но больше вы будете сфокусированы и ориентированы именно на карьеру, на рост, на развитие. У вас, знаете, как жаркая пора в этом плане идет. Будут постоянно какие-то новые перспективы, новые возможности, вот, которые будут давать вам развитие, скачок и вот такой качественный переход с одной ступеньки в развитии на другую ступеньку развития. Поэтому, мои хорошие девочки, все вы успеете. Вот вам всем обещано вот это прекрасное большое сердце, общая дорога любви и 2 человечка, которые склоняются друг к другу. Это будет. Но будет немножечко попозже. Значит, девушки молоденькие, да, не упустите свой шанс, не упустите свою возможность. У кого-то идет прям, ну, я не знаю, головокружительная какая-то карьера. Какие-то будут, ну, не знаю, очень перспективные места вам предложены, да, либо из-за стечения каких-то обстоятельств, да, ну, не знаю, там отъезд какого-нибудь там человека, переезд, расширение, может быть, какой-то компании, либо каких-то там реноваций, да, будут предлагаться очень хорошие места, должности и прям такие вот серьезные, да, менеджерские позиции, посты, там, может быть, даже в топ там руководства можно будет войти. Поэтому, мои хорошие, даже не обладая какими-то суперзнаниями и каким-то опытом, да, наработанным там годами, у вас есть возможность вот проскочить, да, даже не проскочить, вот на лифте, карьерном лифте просто сделать вот этот резкий рывок. Обращайте внимание. Вот у кого-то девочки прям очень сильно поможет эта ситуация. Кто-то вот сложные отношения не может забыть. Либо даже, я бы сказала, трагичные у кого-то отношения. То есть там человек просто исчез. Исчез, да, мужчина исчез, и девушка, ну, ушла в печальку, в тоску по этому человеку. Забудьтесь работой. Вам, наверное, и дается так, да, чтобы вы могли забыться именно в работе, в своей карьере. Тот человек был вам всего лишь как перекресток, да, перекресток, который вы проехали. И дальше ваши жизненные линии с ним разошлись. Вернуться на перекресток, ну что это вам даст? Будете стоять на этом перекрестке, и всегда будут какие-то другие варианты, другие дороги. Но все равно нужно идти в путь, все равно нужно дальше продолжать свой ход. Так что, девочки, не упустите. Теперь хочу сказать для девушек, женщин, которые
скажем так, подбили какие-то итоги. Да, вот на пенсию могла женщина выйти, может быть, уже на пенсии находится какой-то определенный срок. У вас идет какое-то интересное занятие. Ну, как групповое, что ли. Группа, но не группа. Может быть, вы где-то найдете в интернете, либо, может быть, в каких-то социальных организациях, да, группу людей. Это не будет большая группа, это может быть там человек 5-10, не больше. Но эти люди, они будут объединены какой-то одной идеей. И вы будете вовлечены в этот процесс. Я не могу сказать, с чем это связано, но у вас с этими людьми идут нити. Нити, они не только вот связаны с работой или какой-то деятельностью, но они вот прям как души соединяются. То есть вы найдете не только занятия по душе, вот отдушину, не вот эта скука там, да, кухня, телевизор, там, посидела, подождала, вот и ночь пришла. А вы будете конкретно заниматься и будете заниматься каким-то социально активным действием, которое будет еще приносить большую-большую пользу и удовольствие. Поэтому, мои хорошие, здесь перемена вот идет вот именно в вашей значимости, в вашей социальной значимости. Не просто женщина-пенсионер сидит дома, а активно живет, активно чем-то занимается. То есть у вас еще и развитие пойдет. Так, еще хочу сказать для тех, кто занимается собственным бизнесом. Честно хочу предупредить, что будет очень много каких-то тревог. И это не связано с какими-то проверками, больше связано с атмосферой и обстановкой вокруг вас. То есть будут мысли такие приходить: зачем я этим занимаюсь, может быть, стоит все там продать, закрыть, чем-то другим заниматься. Значит, мои хорошие, ничего закрывать не надо, ничего менять не надо. Нужно искать креативные подходы к тому, чем вы занимаетесь. Возможно, немножечко нужно пересмотреть там логистику, пересмотреть там производство, да, если вы что-то производите. То есть сам подход к процессу нужно пересмотреть. Там нужно произвести перемены. Как только вы поймете, что вам делать, как только эти перемены произойдут, ну, вы действительно, во-первых, и выдохнете, во-вторых, вы поймете, что ваш бизнес, ваша работа очень даже перспективная, и что там невероятный просто запас, да, возможностей. Ну и как со вторым дыханием начнете еще больше, активнее работать, ну и, соответственно, больше монетизации получать своего бизнеса. Так, подходим к самому главному, это сердце. Ну, сердце, сами видите, сердце очень красивое, открытое, большое. Здесь по этому сердцу, ну, сказать, что вы будете счастливы, но это ничего, да, вот, все равно, что ничего не сказала. Здесь и счастье, и любовь, и радость, и наполненность. По этому сердцу люди будут объединяться, соединяться, создавать семьи, создавать уют, входить, знаете, как в такое состояние благоденствия, что ли, да. Здесь могут улучшаться финансовые потоки, здесь по здоровью будут улучшения. Здесь вот такая, знаете, классическая счастливая семья. Семья, у которой один путь, одно сердце на двоих, да, на всех. Здесь, кстати, возможность идет обретение нового дома, дома для семьи, покупка, строительство, переезд, перемещение. То есть человек находит себя, находит свое место в жизни, и он это делает не в одиночестве, а в окружении тех, кто действительно искренне любит, кто заботится, кто переживает и кто сердечно привязан. На будущее вот я хочу сказать всем, кто зашел на эту отсыпку. Здесь вам идет всем один и тот же посыл. Посыл на то, что человек будет счастлив, на то, что вот особенно кто мечтал о счастливой семье, да, по вот звездочке, которая у вас в основании. Семья это будет она большой, счастливой, теплой и доброй. Вы должны это знать. Это уже прописано. Высшими силами для вас прописан этот путь и прописано это счастье. Мне очень нравится, что я вижу, что люди объединяются. Не только вот в пары сходятся, да, мужчина и женщина сходятся в пары. Здесь идет объединение семей, то есть родов, женщины со своей семьей, да,
объединяется с мужчиной, с его семьей. И люди друг друга принимают с любовью, с распростертыми объятиями. То есть заканчиваются какие-то споры, ссоры, выяснения, какие-то, может быть, даже враждования между людьми. Это все заканчивается. Здесь прекрасный венец, венец, говорящий о счастье, о долгожданном счастье, о обретении того состояния, к которому вы шли, весь свой жизненный путь. Сколько бы вам лет не было, наконец-таки вы до этого дойдете. Причем, знаете, что еще интересно? Вот это сердце, оно будет создаваться не одним человеком, да, не один человек будет вкладываться в то, чтобы была любовь, в то, чтобы было счастье, а вот много-много рук, да, идет в семье, которые это сердце лепят потихонечку, да, такое одно большое красивое сердце. Так что, мои хорошие, будущее есть, и будущее будет очень прекрасным. Пройдя путь испытаний, каких-то волнений, какого-то, знаете, деструктивного периода, пройдя, вам придется это пройти, но невозможно от этого убежать, невозможно от этого уйти, невозможно закрыться. Нельзя будет отсидеться. На ближайшие 3 месяца идут очень значимые, я уже говорила, да, дрожь земли будет. Меняется мир, меняются люди. Даже какой-то миропорядок меняется немножко. У кого-то в значимой степени, у кого-то в меньшей, но все это на себе ощутят. От этого невозможно закрыться. Где бы вы ни жили, в какой бы части мира вы ни находились, на каком бы континенте, вы все равно это на себе почувствуете. Защиту на это поставить нельзя. Закрыть окно, одеть 3 шапки, сказать, что ничего не вижу, не слышу, тоже нельзя. Это коснется всех. Но я хочу, чтобы вы знали, что все мы, люди, это переживем. Это не будет длительный период. Да, каждый день будет идти, за 5, но тем не менее, все это устаканится. Награда за пережитое превышает все те потери, которые произойдут, либо происходят. Поверьте, все будут награждены. Все дойдут до своего счастья. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.